Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Узбекистан увеличил количество спецназа до 25 человек на захваченной кыргызской телевышке на горе Урган-Туо. 4 граждан Кыргызстана остаются в заложниках. Местное население готовится самостоятельно взять штурмом спорную гору. Переговоры двух сторон пока ни к чему не привели. И вот сейчас в близлежащих деревнях ходит слух, что местные жители собираются сами, своими силами освобождать территорию. Назарбаев признал ошибки государства в вопросе продажи земли иностранцам, из-за чего весной по всему Казахстану прокатилась волна протестов. Виноваты все – и депутаты, и министры, считает президент. Не захотели объяснять народу, в чем суть реформы. Мы будем разрабатывать эти законы и будем предлагать депутатам для принятия их ради безопасности нашей страны. Россия вслед за Америкой потребовала от Турции не трогать сирийских курдов и остановить наступление на их районы. Турецкие власти заявляют, что будут делать в Сирии, что захотят. Они останутся целями для наших ударов. Итальянские военные моряки за 2 суток спасли от неминуемой смерти в Средиземном море почти 8 тысяч нелегальных мигрантов на утлых лодках. Поток беженцев из Ливии и других стран Северной Африки за месяц вырос на порядок. Испанские любители помидорных сражений в этом году установили рекорд. Во время традиционной томатной битвы в городе Буньоль было израсходовано более 150 тонн отборных помидоров. Было довольно жестко. Помидоры, война, безумие. Но здорово и по-настоящему весело. По-прежнему новостью номер 1 практически для всего мира является состояние здоровья президента Узбекистана Ислама Каримова. Как сообщили мировые СМИ, на узбекских государственных телеканалах от имени Ислама Каримова было зачитано поздравление к 25-летию независимости Узбекистана. Телеканал «Россия» транслировал эти кадры в прямом эфире. Вот как это выглядело. Уважаемые друзья, как известно из истории, обретение независимости любому народу, любой нации дается нелегко. Наш народ, глубоко осознающий эту истину, чтит и вечно хранит в своем сердце память о предках, проявивших самоотверженность и мужество, не пожалевших своей жизни в борьбе за независимость. Вы видите фрагмент трансляции поздравления, зачитанного узбекским диктором, а также кадры ликования жителей республики по этому поводу. Также сообщается, что в адрес Ислама Каримова, который, как известно, находится в больнице и, по словам его младшей дочери, перенес тяжелый инсульт, поступили поздравительные телеграммы от президентов Беларуси, Таджикистана и России. Никакой новой информации о состоянии здоровья Каримова в узбекских новостях не сообщают, но дают понять, что президент в сознании и лично изъявил желание поздравить свой народ из больничной палаты. Как утверждают российские СМИ, в Ташкент для лечения Каримова вылетели лучшие врачи из научно-исследовательского института имени Бурденко. И якобы сейчас они борются в Ташкенте за жизнь узбекского лидера. А это самые свежие кадры с праздничных улиц узбекской столицы. Там продолжаются народные гуляния в честь Дня независимости, которые проходят по утвержденному плану по всей стране. Были отменены только торжественные мероприятия, в которых должен был принимать участие сам президент. Также в Ташкенте был отменен праздничный салют. Как передала пресс-служба столичной администрации, об отмене салюта от имени общественности попросили аксакалы, чтобы избежать заторов на дорогах после возвращения жителей с народных гуляний и футбольного матча между сборными Узбекистана и Сирии. Тем временем остается крайне напряженная ситуация на узбекско-кыргызской границе в районе спорной горы Унгар-Туо, на которую в последние дни августа был высажен узбекский десант. Источники МВД Кыргызстана сообщают, что количество узбекских спецназовцев выросло до 25 человек. Все они принадлежат спецподразделениям Службы национальной безопасности Узбекистана и узбекской армии. Узбекистан продолжает удерживать 4 сотрудников кыргызской телевышки, которые были захвачены в первый же день после десантирования. В свою очередь, узбекская сторона считает, что гора Унгар-Туо и прилегающее к ней водохранилище своей территории, а задержание граждан Кыргызстана правомерным.
Из района приходят тревожные сообщения о том, что местное кыргызское население готовится штурмом взять захваченную телевышку и освободить спорную гору. У нас на связи наш корреспондент Джибек Бегалиева, которая находится на месте событий. Джибек, здравствуйте. Что происходит на спорном участке границы? Здравствуйте, Динара. Вот за моей спиной как раз-таки находится эта гора Унгарто, на которую 22 августа высадился узбекский десант. Захватив радиорелейную станцию, узбекские силовики вывезли на свою территорию и сотрудников, которые обслуживали станцию. Предположительно, в Янгекурганском РВД Узбекистан удерживает кыргызстанцев уже 12 дней. Переговоры двух сторон пока ни к чему не привели. И вот сейчас в близлежащих деревнях ходит слух, что местные жители собираются сами, своими силами освобождать территорию. Пока подойти к горе ни кыргызские силовики, ни гражданские не решаются. По неофициальным данным, сейчас на Унгарто находятся уже около 25 представителей спецподразделений погранслужбы и Минобороны Узбекистана. Сейчас станция работает в авторежиме, и вообще все это происходит на фоне муссирующихся слухов о смерти Ислама Каримова, президента соседней республики. Это все, что я могу вкратце рассказать на данный момент. Динара. Спасибо, Джибек. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно признал ошибки государства в вопросе продажи земли иностранцам. Назарбаев заявил об этом на первом после летних каникул заседании парламента. По мнению президента, вина за волну митингов, прокатившихся весной по стране, лежит на чиновниках правительства и депутатах Мажилиса. Они не смогли объяснить населению суть проводимых реформ. Также Назарбаев в своем выступлении выразил крайнюю озабоченность ростом терроризма в стране. Репортаж Айнур Коскиной. Депутаты двух палат парламента Казахстана вернулись с каникул. До конца года им предстоит принять пакет законов, большинство из которых связано с защитой от терроризма и экстремизма. И пока эксперты высказывают мнение о том, что новые поправки ужесточат законодательство страны, президент Казахстана дает наставление парламентариям. По моему поручению разработаны и вносятся в Мажилис 7 законопроектов по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, пробации и укрепления информационной безопасности страны. Мы будем разрабатывать эти законы и будем предлагать депутатам для принятия их ради безопасности нашей страны, несмотря на всякие там дела, как будто мы что-то нарушаем. Вооруженные нападения на сотрудников полиции последователями экстремистского религиозного течения в Актубе и в Алматы, названные террористическими актами, стали поводом для разработки новых законов. На днях в Алматинской области в ходе спецоперации были задержаны еще 4 членов радикальной группы под руководством гражданина Кыргызстана. Кроме того, обезврежены экстремистские группы в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Все граждане Казахстана, все сторонники известного религиозного течения, да, все, в общем-то, люди, ну, скажем так, наши граждане, ни к чему такому отношения не имеющие, между собой не связаны. Назарбаев акцентировал внимание правительства и парламента на принятые поправки в земельный кодекс, которые вызвали волну протестов по всему Казахстану. Только после этого власть села за стол переговоров с представителями гражданского общества, создав комиссию по земельной реформе. Мы не учли, что в одни руки не надо давать сотни тысяч гектаров сразу. Нигде такого в мире нет. А мы в разгаре первых дней нашей работы в этом направлении вообще позволили все и вся. Напомним, что итогом работы комиссии по земельной реформе стало продление на 5 лет срока действия моратория на отдельные нормы земельного кодекса. Назарбаев упрекнул парламентариев в том, что депутаты, прежде чем принимать законы, забывают спросить мнение народа, как это произошло в случае с поправками в земельный кодекс, из-за которого в Казахстане чуть было не ввели частную собственность на землю для граждан страны и право аренды на 49 лет для иностранных граждан. По-моему, плохой опыт прошедшего времени нам должно говорить о том, что надо уметь разъяснять законы сначала, а не сделать неизвестным никому новшеством для всего народа. Принятый закон. Вы не думаете, что все сидят перед телевизором, все сидят, читают газеты, и у них много забот дома. Каждый день они в работе. А вот по-человечески разнести простыми словами, для чего это принимается и что нужно делать, вот этого нам не хватает. Сами депутаты Мажилиса Нижней палаты парламента оправдываются, ведь поправки в земельный кодекс принимал прошлый созыв. Новички в законодательной власти обещают впредь обсуждать все законопроекты с гражданами страны.
Самое главное, надо прислушиваться к мнению народа в регионах на изменения в земельный кодекс. Вы знаете, что народ выразил несогласие с новыми поправками, поэтому мы должны узнать, что волнует казахстанцев, и только потом мы сможем принимать этот закон. Айнур Коцкин, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Между тем, один из самых важных и вечных в отношениях Кыргызстана и Казахстана вопросов, чьи футболисты сильнее, разрешился в пользу кыргызской сборной во время товарищеского матча в Бишкеке со счетом 2-0. Кыргызские футболисты исторически всегда были слабее своих визави, однако последние игры говорят о заметном прогрессе. На матче побывал Шавкат Тургаев. Главный вопрос, который мучил до матча всех фанатов кыргызской сборной, сможет ли их команда снять проклятие и наконец-то победить впервые в истории северных соседей. На трибунах стадиона имени Долона Амурзакова кыргызских болельщиков, разумеется, было больше, но и казахский фан-сектор как мог отражал атаки. Команды появляются на поле. Футболисты на игру вышли в черных траурных повязках в память о жертвах трагедии в московском типографском складе. Диктор объявил минуту молчания. В дебюте встречи команды решили получше узнать друг друга и не особо шли вперед. Фанаты же гнали их в атаку. Футбольный матч между двумя соседами, братскими странами Кыргызстаном и Казахстаном, носит принципиальный характер. И это несмотря на то, что игра имеет товарищеский статус. Еще совсем недавно сборная Кыргызстана в рейтинге ФИФА была выше Казахстана. И сегодня наши футболисты хотят доказать своим болельщикам, что это было не случайно. В первом тайме забить больше хотели хозяева поля, за что и были вознаграждены. После розыгрыша углового защитник и капитан команды Валерий Кичин дальним ударом отправил мяч в левый нижний от вратаря угол. Давид Лория был бессилен. После перерыва казахстанские футболисты хотели восстановить паритет, но ничего не получалось. Зато футболисты Кыргызстана подловили оппонентов на ошибки. Форвард Мирлан Мурзаев с метров 28 красивым ударом поразил цель. 2-0. Счет на табло больше не изменился. Радости кыргызских болельщиков не было предела. Игроки кыргызской сборной поблагодарили болельщиков за игру, а герои матча рассказали, что помогло им сегодня одержать победу. Сегодня удача и фортуна на нашей стороне. Спасибо Богу, что Он с нами, и что болельщики нас поддерживают. Это очень помогает, бодрит и вдохновляет. Мы на тренировках работали дальние удары. Сегодня просто получилось, что сильным ударом и мячик просто упал. Да? Кому посвящаете эту победу? Я посвящаю эту победу своей семье. Празднование исторической победы продолжилось и за пределами стадиона. Да, я всей душой верил. У меня, конечно, были сомнения, но в глубине души я верил в нашу сборную. Понравилась, очень классная игра. Я не ожидала, что Кыргызстан может выиграть Казахстан. А почему? В прошлый раз мы 7-1 проиграли в 2014 году. Футболисты сделали отличный подарок соотечественникам на День независимости. Следующий матч сборная Кыргызстана проведет уже через неделю. Соперником будет сборная Филиппин. Шавкат Тургаев, Бексултан Абибакирулун. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Россия вслед за Америкой потребовала от Турции не трогать сирийских курдов и остановить наступление на их районы. Турецкие власти заявляют, что будут делать в Сирии, что захотят. Они останутся целями для наших ударов. Итальянские военные моряки за 2 суток спасли от неминуемой смерти в Средиземном море почти 8 тысяч нелегальных мигрантов на утлых лодках. Поток беженцев из Ливии и других стран Северной Африки за месяц вырос на порядок. Испанские любители помидорных сражений в этом году установили рекорд. Во время традиционной томатной битвы в городе Буньоль было израсходовано более 150 тонн отборных помидоров. Было довольно жестко. Помидоры, война, безумие. Но здорово и по-настоящему весело.
Продолжается стремительное наступление непримиримых радикальных сирийских повстанцев на крупный город Хама на западе Сирии. Ежедневно приходят сообщения об их успехах, и на сегодняшний день под контроль джихадистов перешло уже несколько пригородов Хамы, население которой в основном поддерживает Башара Асада. Как сообщает Рейтер, атака на позиции правительственных войск стала для последних полной неожиданностью. Сирийская армия, неся большие потери, отступает. Это кадры, которые распространяет Рейтер со ссылкой на сирийские социальные сети. На них, как вы видите, боевики срывают национальные флаги Сирии, меняя их на свои черные знамена с цитатами из Корана. Улицы захваченных городов пусты, несмотря на то, что боевики утверждают, что местное население встречает их с восторгом. Оборона врага полностью разрушена. Это сделали наши герои-маджахеды, и Аллах благословил их. Мы открыли Западный фронт. И наши отряды с помощью Аллаха штурмуют эти районы. Российская авиация непрерывно наносит удары по наступающим. Бомбардировкам подвергаются кварталы захваченных городов. Как утверждают сирийские правительственные СМИ, почти все население покинуло свои дома вместе с отступающей армией Асада. Эксперты не исключают, что боевикам удастся взять под свой контроль эту, одну из самых значительных для режима Асада сирийских провинций, и выйти к морю. Тем временем власти Соединенных Штатов утверждают, что американскому беспилотнику удалось ликвидировать одного из лидеров ИГИЛ Абу Мухаммада Аль-Аднани. Его считали ведущим идеологом террористической группировки. Также считается, что Абу Мухаммад причастен к наиболее кровавым терактам во Франции, Бельгии и Турции. Военное командование США заявляет, что террорист был уничтожен в окрестностях Алеппо во время инспекции позиций боевиков ИГИЛ. Российские военные, в свою очередь, утверждают, что Аль-Аднани был уничтожен авиаударом российских ВВС внутри города Алеппо. Сами исламисты гибель своего командира подтвердили. Вслед за Соединенными Штатами Америки и Францией Россия потребовала от Турции прекратить наступление на позиции сирийских курдов, которые являются союзниками в борьбе с ИГИЛ не только для США, но и для самой России. Турецкие власти пока не обращают внимания на призывы мировых держав и заявляют, что будут делать в Сирии то, что посчитают нужным. Турция начала операцию «Щит Ефрата» на севере Сирии ровно неделю назад. За это время силы свободной сирийской армии при поддержке турецких танков, спецназа и авиации выбили боевиков исламского государства из города Джараблус, одного из последних оплотов экстремистской группировки, запрещенной в частности в России. Турецкая армия и ее союзники в Сирии ведут также боевые действия против местных курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами. Москва устами представителя МИД России Марии Захаровой призвала Турцию не бить по курдам. Призываем турецких партнеров избирательно подходить к выбору целей в ходе проведения антитеррористической операции и избегать нанесения ударов по местам дислокации оппозиционных и этнических групп, включая сирийских курдов, также ведущих борьбу с ИГИЛ. Представитель президента Турции Ибрахим Калин заявил в Анкаре, что турецкая армия будет и дальше наносить удары по курдским организациям в Сирии. Речь идет о Демократическом союзе и отрядах народной самообороны. Как мы неоднократно заявляли, если эти и любые другие группировки и дальше будут занимать позиции на западном берегу Ефрата и не отойдут на восточный берег реки, они останутся целями для наших ударов. Цель действий Турции на севере Сирии состоит в обеспечении гарантий безопасности своих приграничных районов. Она стремится выбить с сопредельной территории Сирии экстремистов исламского государства и не допустить роста влияния курдских партий и их вооруженных формирований. Во время памятных мероприятий в осетинском городе Беслан полиция задержала 5 матерей, потерявших своих детей во время теракта 12 лет назад. Напомним, что 1 сентября 2004 года боевики Шамиля Басаева захватили школу в 3-м по величине городе Северной Осетии. В результате теракта официально погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Когда начался траурный митинг, 5 женщин сняли верхнюю одежду и остались в футболках с надписью «Путин – палач Беслана».
Сотрудники ФСБ и полицейские в штатском оттеснили матерей в угол зала и закрыли их своими спинами, чтобы не смущать делегацию во главе с исполняющим обязанности руководителя республики Вячеславом Битаровым. При этом были задержаны журналистки «Новой газеты» Елена Костюченко и интернет-издания «Такие дела» Диана Хачатрян. Они доставлены в полицейский участок. У Хачатрян полиция обнаружила фальшивый паспорт. Костюченко предъявлено обвинение в ненадлежащем хранении документов. Заберите в отдел ее. Пойдемте. Паспорт дайте. Это мой документ. Мы сейчас в РОВД находимся, составили протоколы. Мы пришли в футболках, где написано «Путин Балач Беслана». И нас насильственно привезли в РОВД. И здесь составляют протоколы. Мы еще здесь. Несанкционированный митинг. Хотя митинга не было. И было футболки и все. Итальянские военные моряки за минувшие сутки спасли у берегов Северной Африки почти 1800 нелегальных мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море на утлых лодках. Таким образом, счет спасенных за 2 дня беженцев увеличился почти до 8 тысяч человек. 6500 человек были пересажены с резиновых лодок и деревянных баркасов на итальянские военно-морские корабли вчера. Эксперты говорят, что в течение последнего месяца количество желающих попасть в Европу нелегальным морским путем опять выросло почти на порядок. В основном поток беженцев исходит из Ливии, где идут кровопролитные бои местной правительственной армии с боевиками ИГИЛ. Но среди беженцев также много выходцев из других североафриканских стран. Испанские любители шуточных помидорных сражений в этом году установили рекорд. Во время традиционной томатной битвы в городе Буньоль было израсходовано более 150 тонн отборных помидоров. Подробности в репортаже Рейтер. Ровно час продолжается сражение на помидорах «Ля Томатина», ежегодно проходящее в городке Буньоль неподалеку от Валенсии. Перестрелка помидорами начинается ровно в 11 часов утра в последнюю среду августа и продолжается до полудня. Но сначала кто-то из участников должен взобраться на палахавон, скользкий намыленный столб, и снять вяленый окорок. После этого подается сигнал начинать, струя из водомета. Боеприпасы доставляют из Эстремадуры, там они дешевле. Помидоры, как правило, спелые, но если попадется твердый, его нужно раздавить, прежде чем метнуть. Здесь нет своих и чужих, каждый участник бьется сам за себя. Бутылки и любые твердые предметы проносить запрещается. По преданию, не очень древнему, традиция швыряться помидорами восходит к 1945 году. Именно так поступили, поссорившись друг с другом на деревенском празднике, 2 друзей. В 50-е годы, в период диктатуры Франсиско Франко, фестиваль был запрещен. Но потом, с годами, его популярность только росла. В Буньоль, население которого около 10 тысяч человек, приезжает до 40-50 тысяч гостей со всего мира, как, например, француз Кристоф. Это какое-то сумасшествие, просто истерика. Томаты довольно крепко бьют по лицу, но это стоит испытать. Нигде больше не происходит ничего подобного. В отличие от Кристофа, с которого хватило одного раза, испанец Алекс готов участвовать в перестрелке помидорами снова. Было довольно жестко. Помидоры, война, безумие. Но здорово и по-настоящему весело. Я впервые на Томатине, но приеду опять. Чтобы попасть на Томатину, приезжему нужно купить билет. Желательно заранее. Местные жители дерутся помидорами бесплатно. В этом году 20 тысяч участников гастрономического побоища израсходовали 150 тонн помидоров. Сигнал к завершению битвы – 2-й залп водяных пушек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.